седьмой год. Я здесь молодею, намного. Я забываю, сколько мне лет. У нас на даче встречаемся, день рождения, мы всегда сейчас вместе общаемся, все встречаемся, и песенки также поем. Самое главное – здоровье, успехов и семейном, и здесь. Если здоровье будет, у нас все будет. Ну, я сюда хожу с 2007 года. Мы стали очень уверенными, хорошо чувствовать себя на сцене. Нас приняли как свою семью, так тепло. Девчонки уже, многие по замуж повыходили, парни попереженились. Здесь, наверное, ценно тем, что это легкость, это возможность полета, это означает все еще впереди. Я хотела бы, конечно, его видеть таким же певучим, таким же сплоченным, таким же творческим. Мы едины в песне, едины в языке. Атмосфера определенная, единение. А то, что добавить, так нет пределов совершенства. Добавлять, добавлять и добавлять вперед к светлому будущему. 30 лет – это же целое поколение. Для меня коллектив как это родная семья, родник – это как родной дом. Коллектив Чегеш для меня это прежде всего песни. Песни, танцы, люди, общение, культура, язык, звучание этого красивого языка. И, конечно же, это народный фольклор. Вы бы слышали, какие у нас тут анекдоты, вы бы слышали, какие у нас истории. Мне нравится коллектив, мне нравятся эмоции, ощущения. Я к ним присоединилась. Это было где-то 90-й год. Да, в этом же году мы с мужем пошли на рынок Комсомольский, и я там встретила своего однокурсника Виталия Моторкина. Мы для чего сюда ходим? Чтобы петь, душу свою сюда вкладываем. Нам же интересно. Я у него спрашиваю: Виталий, ты знаешь, вот так встречается чуваш? Он говорит: нет, я не знаю. Я говорю: давай приходи. Решили собираться, петь. Уже информация пошла по городу, и нас стало собираться очень много. Люди шли с желанием, все ходили такой душой. И у нас разговоры были чисто вот о детях. Вот, мой ребенок. Пройдя 30 лет, мы сейчас сюда приходим и говорим: а вот мой внук. Общение с коллективом, с друзьями, с родственниками, общение. Потом уже, естественно, мы поем. Без песни никак нельзя. Это отдушина. Мыши двигаемся, мыши дышим, мыши ходим с удовольствием довольно-таки. Как одна семья. Мы пока мы живы, ансамбль будет существовать. Тегеш – это люди, которые знают родной язык, поддерживают, поют песни. Очень много спортивно-талантливых ребят, чувашей. И поэтому мы часто занимаем призовые места.
приобрела я много. Я рукоделием начал заниматься, чувашские узоры я стала, масмак делать я стала. Я здесь наслаждаюсь, это у меня второй дом. Понравилась эта атмосфера, дружный коллектив, нас очень хорошо встретили. Ну, в первую очередь хочется пожелать всем здоровья. Хочется, чтобы коллектив был больше. И, конечно же, мальчики, чтобы приходили. Их у нас почти нет. Я была уже наслышана, то, что существует такой коллектив. Это все-таки мой родной язык. И хочется, чтобы оно и дальше развивалось. Здоровье этому коллективу, чтобы оно дальше существовало. Для меня коллектив – это вся моя жизнь. Это моя семья вторая. Мы друг друга уже столько лет знаем. Я очень дорожу ими, потому что это основной костяк коллектива. Когда к нам желающие приходят, мы не выбираем по голосу, есть у человека слух или нет. Всегда вместе, и праздники. Если крепкие корни, значит, мы никогда не умрем, будем жить дальше. Хизепля чигишсен. Сире чиварзагилеген юбилей адипе чунджереген саламладып. Малашнени шапла першемеве чымырданза, юруба тажыба өмірер термеле булдыр. Шамрыксен келзе дачыр, айвир вара савынза гана шеш пурнмала булдыр. Эбе пулна, пур, пулат бар. Курнышы, мен аван. Алаха пуштайсан, сез живаю радсан, улапатыр пулсан, бит аван. Халов, Севашхалов урнать, Сирепень, Хаюла полудай.
Сам СС Дуслар. Здравствуйте, дорогие уважаемые гости! Сегодня в городе Набережные Челны действительно уникальное событие. Чувашской местной национально-культурной автономии и нашему чувашскому народному ансамблю «Чигесь» 30 лет! С юбилеем! Дорогие друзья, действительно, 30 лет назад, благодаря Цыганову, было образовано именно такое уникальное, замечательное чувашское общество. Потом подхватил эстафету руководства этим коллективом наш уважаемый Киров Сергей Кирович. И сейчас у руля Павлов Александр Николаевич. Я думаю, что по праву мы пригласим его на эту сцену, чтобы он поприветствовал всех тех, кто стоит и на этой сцене, и тех, кто находится в этом зрительном зале. Итак, ваши бурные аплодисменты. Александр Николаевич Павлов. Иракун, Хакла Туз, Тванцин. Добрый день, уважаемые друзья, гости, все, кто пришел нас приветствовать с нашим юбилеем. Спасибо вам огромное, что вы пришли и поддерживаете нас. Что достаточно большой период, и можно уже хорошо оценить работу нашего коллектива, нашей общины. Благодаря моим последователям, благодаря, что я там взялся. Ну, много, конечно, впереди, много хорошее. И я думаю, что цель одна. Меня всегда спрашивают, а зачем вам это надо вообще? Зачем ты вот этим занимаешься? Я всегда говорю, что, ну, наверное, без этого нельзя. Если я и кто-то там, какие-то последователи не будут заниматься вовлечением наших детей в культуру, в речь, культуру познания костюма, какой-то кухни нашей национальной, я думаю, что это и есть самое главное. Очень много многонациональных семей. Я бы хотел, чтобы дети в этих семьях, даже когда они смешаны, есть чуваши и другие национальности и нации, всегда говорили, а мои родители в том числе есть и чуваши. У меня есть чувашские корни. И чтобы этот ребенок всегда говорил с гордостью, да, во мне это есть. И я был бы рад, если таких детей было бы больше. Мы стараемся привлекать с помощью социальных сетей достаточно большое количество молодых мам, чтобы они приходили к нам, слушали, смотрели и с не меньшим удовольствием приводили нам детей. Пусть это будут даже и смешанные браки, пусть это будет полноценные, мы будем всем рады. Они, я думаю, что есть то наше будущее, то, зачем мы все это делаем, то, зачем мы все это трудимся. Спасибо большое. Спасибо, Александр Николаевич. Я думаю, что деятельность нашей общины известна во всей республике, потому что наш ансамбль «Чигесь» 2 года подряд открывал всероссийский праздник Уяв в Нурлате и был награжден благодарственным письмом президента Республики Татарстан. Это действительно почетно, и мы горды тем, что именно челнинский коллектив делал это. И разрешите под ваши громкие аплодисменты пригласить на эту сцену заместителя председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Республики, руководителя исполнительного комитета Константина Геннадьевича Яковлева. Добрый день, Вырыгун Булдар, Хакла Чагесем, Таленмели Илемля Каексем, Сиренса Суна Ильсесен, Чунзаунат, Шамрукан Закаят, Портада Бурнаскелеть. Дорогие друзья, я хочу сегодня поприветствовать от всего нашего Ассамблеи народов Татарстана, прежде всего от себя, потому что этот коллектив, он действительно является нашим любимым коллективом. Можно сказать, вот вся моя деятельность, наверное, вот с ними вместе я вот тоже более 20 лет, и я помню 25-летие у вас я был, вот еще 20-летие, по-моему, 3-й раз я уже вот здесь нахожусь, и дай Бог, чтобы и 35, 45, 55, чтобы я мог приехать. Вот, я постараюсь, это обещаю вам. Потому что есть молодые девушки, вижу, конечно, вот парней бы, конечно, чуточку надо. Вот я сегодня услышал, девочки попросили, говорят, мальчиков надо, говорят, нам. Вот, это надо, и представительство ассамблеи надо, что-то нам думать надо, где их брать, воспитывать надо. Вот, хочу сказать, на самом деле, вот то, что вот сегодня вы на этой сцене, вот столько лет, вы палочку-выручалочку, когда я был руководителем Чувашской автономии, были времена, вот про сегодня уже сказали,
когда УЯВ проходил у нас, когда президент республики, глава Чувашской республики, президент Чувашской республики принимали. Вы помните, УЯВ, вы за меня, у нас так получалось, иногда не могли профессиональные коллективы приехать, да, и Чувашии там так бывали моменты. Они меняли, они главной сцене выступали и открывали УЯВ, в самом деле. Вот. Я хочу от души вас, каждого из вас поздравить, пожелать вам прежде всего здоровья, любви, юраду булды сенкил журтра, бір-біріне аланза бұрынмалы булды, мәжіндесі сенкил ешлай пузасын, чумдан әзір жақсын ізіне де келде юрлама да қадыр. Бұл сывыл пузасын, немде керлі маржак бұрыншыра. Бір-біріне упрамала булдыр, туслы бұрыныр. Вот я сегодня еще раз хочу сказать, что они друг друга очень любят. Вы заметили, наверное, даже когда интервью, мы смотрели вначале, да, как они отзываются. Это семья, действительно, это большая семья. Вот. Действительно, и в Москве они были, где только не были. Вот. Это лицо, я думаю, за вами 10 тысяч чуваши в Челнах представлены. Так ведь вы самые яркие в истории, я думаю, те люди, которые всегда зажигаете. Поэтому хочу искренне еще раз поблагодарить. И, конечно, всех зрителей, которые вас любят. Без зрителей, как сказать, коллектив, он тоже не может быть счастливым. Так ведь? Поэтому им тоже счастье, чтобы вот эта пандемия, вот эти маски исчезли в марте, чтобы вы все, как сказать, на одной сцене были хороводы. Счастья, удачи, любви, зелеялнах, шагла булдыр бурысабели. Константин Геннадьевич, можно теперь вас попросить по центру, чтобы перейти к церемонии награждения. Благодарностью Министерства культуры Республики Татарстан объявляется народному чувашскому ансамблю «Чудес» руководитель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Кондюкова Елена Львовна, аккомпаниатор Моторкин Виталий Арсентьевич. Почетная грамота Ассамблеи народов Татарстана за многолетний плодотворный труд в дело возрождения и развития национальной культуры вручается Павлову Александру Николаевичу, председателю местной Чувашской национальной культурной автономии, город Набережные Челны. Такой же благодарственной грамотой Ассамблеи народов Татарстана вручается Матвееву Юрию Николаевичу, участнику народного ансамбля «Чудес». Благодарственное письмо Исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана за многолетний плодотворный вклад в дело возрождения и развития национальной культуры вручается Середееву Сергею Ильичу, члену правления Чувашской общины. Мы сказали, что он сейчас временно отсутствует. Я думаю, Федор Андреевич может выручить. Так, ну давайте все-таки поаплодируем. Сергей Ильич очень много делает. Нет, секундочку. Константин Геннадьевич, у нас есть еще одно благодарственное письмо Никитину Николаю Владимировичу, участнику Чувашского ансамбля «Чудес». А вот теперь мы проводим под аплодисменты Константина Геннадьевича на почетное место. Александр Николаевич, секундочку, вы останетесь, пожалуйста, потому что мы хотели бы пригласить на эту сцену заместителя главы администрации исполнительного комитета города Набережные Челны Рамиля Марвановича Халимова и начальника управления культуры. Хорошо, Рамиль Марванович, ваши аплодисменты, друзья, поддержите. Добрый день, дорогие друзья. Сколько это? 30 лет. С одной стороны, вроде бы это очень много, с другой это мгновение. Я помню начало вот вашей общины и вашего ансамбля. Помню, много занимался этим Виталий Васильевич Цыганов. Виталий Васильевич Цыганов, будущий директором средней школы номер 36.
Вы это помните. Вы, по-моему, даже в какой-то степени базировались там, когда еще не было этого, ну, сюда перешли. И старт у вас был такой же яркий, как сегодня, понимаете? Это был, не побоюсь этого слова, не один из многочисленных коллективов, самый многочисленный коллектив был еще на старте, понимаете? И вы уже тогда были участниками нашего всенародного сабантуя. Это, наверное, тоже помните, вот собирались, потом собирались отдельно, чувашская община сидела, мы это тоже вот видели, вы вообще-то молодцы, и сохранить то, что вы начинали в 90-е годы до сегодняшнего дня, это, конечно, заслуга всех вас. Вы молодцы, вы являетесь примером для многих народов в городе Набережные Челны. Самое главное, о чем сегодня вот говорили, по-моему, вы сказали, сначала дети говорили, сегодня вы говорите внуки. И наша задача, чтобы наш родной язык знал и наш ребенок свой, и, конечно же, и внуки. Никогда не надо стесняться, всегда надо говорить и надо знать язык. Можно уважать других, но не уважая себя, нельзя уважать других. Прежде всего, надо уважать себя, свой народ, традиции своего народа. Вы молодцы, мы вами гордимся. Но самым большим, наверное, подарком к юбилею будет решение нашего президента Руслана Нургалиевича Минниханова, который принял решение, я озвучил и сказал, что здесь будет капитальный ремонт. И будем надеяться, что капитальный ремонт пройдет, будет здесь уютнее, красивее, удобнее. И придут, как здесь девочки сказали, и мальчики. Потому что, естественно, в любом коллективе, если там мальчик и девочек надо, если девочек и мальчиков надо, это естественно, все нормально. И поэтому желаю вот тем словам, моим пожеланиям, прежде всего, всем желаю здоровья. И разрешите от имени мэра города Наиля Ивановича Магдеева сказать вам огромные слова благодарности за ваш труд, за ваше отношение к своему народу, за ваше отношение к другим народам и за ту национальную стабильность в городе, которую вы, в общем-то, внесли большую лепту. Здоровья, любви, счастья и все те пожелания, которые вы себе пожелаете, чтобы претворились в жизнь. Спасибо вам. Зурахматсизм. И переходим к церемонии награждения. Почетной грамотой мэра города Набережной Челны за большой вклад в развитие и сохранение национальной культуры чувашского народа вручается коллективу местной чувашской национально-культурной автономии города руководитель Павлов Александр Николаевич. Благодарственное письмо руководителя исполнительного комитета города за большой вклад в развитие и сохранение национальной культуры и с 30-летним юбилеем вручается коллективу народного чувашского ансамбля «Чигейс», руководитель Кондюкова Елена Львовна. Благодарностью мэра города за большой вклад в развитие и сохранение национальной культуры поощряется Мартынова Роза Павловна, член правления Совета местной чувашской национально-культурной автономии, участник фольклорного коллектива «Чигейс». Фомин Вениамин Аркадьевич, член правления, композитор, автор-исполнитель песен на чувашском языке, участник ансамбля «Чигейс». Благодарностью руководителя исполнительного комитета поощряется Корнеев Федор Андреевич, председатель ревизионной комиссии Чувашской общины, участник ансамбля. Максименко Любовь Николаевна, солистка, активистка ансамбля «Чигейс».
Вероника Петровна, солистка и активная участница чувашского коллектива «Чигейс» и чувашской общины. Большое спасибо за высокие награды. И, Рамиль Марванович, мы просим вас занять почетное место в зрительном зале. А на сцену пригласить начальника управления культуры. Хорошо, дорогие друзья, мне кажется, наши зрители немножко устали от речей, и они просят, чтобы здесь, с этой сцены, лилась чувашская песня. Мы наслаждались чувашскими танцами и, конечно же, гордились вашими красивыми, нарядными, вышитыми вручную костюмами. Ну что, друзья, давайте поддержим еще раз аплодисментами наших юбиляров. Чувашский ансамбль «Чигейс», чувашская община города отмечает свое 30-летие. И мы с гордостью говорим, что у нашего коллектива действительно есть будущее. Потому что если дети говорят на своем родном языке, то язык народа будет жить. Нашу юбилейную программу продолжают участники детского чувашского ансамбля «Путине». Давайте их тепло встретим на этой сцене. Это наше будущее. Ялкы-женжи илемле var, шиущик тебе типсен лардыр. Мана немейте кирлемар, чуваш-чувашлага хакладыр. Бұл туры бана паркадар, ана пердень кашне упрадыр. Дорогие друзья, давайте еще раз попросим нашего звукооператора поставить фонограмму, а наши ребята, искупавшись в ваших аплодисментах, подарят вам эту песню. Перед воей пошла те собора.
Южноуральский ансамбль «Путине». Дорогие друзья, действительно, ни одно мероприятие не обходится в городе без участия нашего чувашского ансамбля «Чигейс». В 1996 году они получили за свои старания звание народным. Давайте поаплодируем. И каждые 5 лет они с достоинством подтверждают это звание своими победами и наградами. Я думаю, что было бы уместно пригласить на эту сцену начальника управления культуры муниципального образования города Румиль Рауфович. У вас есть 2 награды, которые мы хотели бы от имени именно управления культуры вручить. Добрый день. Все уже слова сказано. Разрешите от управления культуры, от сотрудников управления культуры, от всего сообщества еще раз поздравить и ансамбль, и общину с 30-летним юбилеем. Конечно же, ни одно мероприятие в нашем городе не проходит без их яркого выступления. Сабантуй, Новый год, Рождество, конечно же, Уяв. И каждый раз они радуют наших жителей, наших гостей нашего города яркими выступлениями. Хочется им, конечно же, пожелать здоровья. И пусть дальше нас радуют своими выступлениями, творческих успехов вам. Почетная грамота управления культуры муниципального образования города Набережные Челны вручается Барбашовой Вере Кировне. Вера Кировна не только является активным участником, но и ее знаменитые пироги всегда поддерживают участников ансамбля. Давайте еще раз ей поаплодируем. Миронова Тамара Михайловна, активный участник нашего замечательного коллектива «Чигейс». Я думаю, что в летописях нашего коллектива будут вот эти замечательные памятные фотографии. Да, Румиль Рауфович, большое спасибо за ваши поздравления. А на сцену приглашается председатель филиала Ассамблеи народов Татарстана по городу Набережные Челны Виталий Васильевич Агапов. Я сниму защитника. Добрый день, дорогие друзья. Ну, многие из вас, наверное, меня знают уже и как артиста, и как депутата, и как руководитель филиала Ассамблеи народов Татарстана по городу Набережные Челны, и как руководитель, наверное, общества Крешин. Вот глядя на ваше общество, то есть скоро нам тоже будет 30 лет, 25 ноября, то есть вы начали и дали нам пример, и скоро нам тоже будет 30 лет. Не буду лукавить. Мне нравится чувашский народ. Можно даже сказать, я люблю чувашский народ, потому что по какой-то причине исторической Кряшина испокон веков жили тесно по соседству, а даже в иных кряшинских деревнях был конец чувашский. То есть даже в нашей деревне Савалеево верхний конец считается чувашским. Недалеко от нас Сарапалы тоже считается. Недалеко от нас Гулькина есть Канаш деревни чувашские. То есть мы общаемся. Я почему говорю? Потому что вот возле Чебоксара есть деревня или поселок там Савали. Я все пытаюсь выяснить, что это означает. Потому что корни-то одни. Говорят, да, похоже, схожие. Поэтому многие обряды, которые у вас есть, у чувашского народа, в том числе и языческие, похожи на кряшинские. То есть они в какой-то такой, может, видоизмененной форме, но тем не менее. И поэтому я от всей души поздравляю вас с хорошим праздником, с хорошим оптимизмом, потому что ваш ансамбль, он оптимистический ансамбль. То есть я вот на вас смотрю, у вас всегда вот искрит, в общем-то, оптимизм. И вот где бы мы с вами не встречались, где бы не выступали, я люблю смотреть. Иногда из-под тишка, иногда напрямую, потому что есть чему учиться
и куда стремиться. Вот сегодня даже сидел, вот ребята, которые здесь на сцене стоят, да, у нас они были чуть, годиков 5-6 раньше. Они выросли, кто-то поженились, кто-то вышли замуж, мальчиков нашли. Вот, а у вас они вот, вижу, они такие молодцы, молодцы, и вам говорю спасибо, что вы бережете чувашскую культуру, сохраняете язык, молодцы. Рахмат сизге. И уж, наверное, тут настанет момент, когда надо будет что-то дарить, что-то, в общем-то, в честь юбилея, так ведь? И поэтому вот мы как раз здесь посовещались с Армаровичем, Румилировичем, и с исполкомом вместе приняли решение восстановить хорошую традицию. У кого круглые, или на пятерку, которые делятся юбилеи, то мы им вручаем сертификат или оглашаем, вручаем от чувашского ансамбля организации общества 30 лет, значит, им исполком выделяет 30 тысяч рублей на юбилей. Ну, от себя лично, потому что, я говорю от себя, потому что, понятное дело, если нет возможности, конечно, не будешь говорить так. Вот это, в детскому ансамблю я хотел бы тоже вручить от себя лично, я повторяю, 10 тысяч рублей, чтобы они росли, стремились к хорошему. Ладно? Я вручил руководителю, спасибо. Буквально недавно мы тоже по молодежной линии тоже костюмы шили в Чебоксарах на 35 тысяч рублей, поэтому вот это как бы наш скромный как бы вклад в дело развития чувашской культуры и сохранения языков. Тем более в этот год, это год как раз и к месту. Спасибо. Еще раз, Бейрамеля, спасибо. С юбилеем. Игорь Васильевич, и переходим к церемонии награждения. Почетной грамотой филиала Ассамблеи народов Татарстана по городу Набережные Челны за многолетнюю творческую деятельность поощряется Киров Сергей Кирович. Ну, мы договорились, что после юбилея мы обязательно к нему отправимся. Илюхин Константин Георгиевич. Так, наверное, Федор Андреевич опять как самый активный участник общины. Никитина Ирина Сайдуловна, участник народного чувашского ансамбля «Чигейс». Ирина Сайдуловна, мы можем вас попросить остаться на этой сцене, чтобы потом сделать общую фотографию на память. Паукова Ирина Николаевна, председатель молодежного крыла Ассамблеи народов Татарстана. Пименова Таисия Николаевна, солистка народного чувашского ансамбля «Чигейс». Наше молодежное крыло разрастается, и хотелось бы также поощрить активистов молодежного крыла. Ангелина Яргудина. Диана Ефимова. И Лиана Ефимова. Да, наши две сестренки. Если найдете отличие, то вам будет подарок от чувашской общины. Поют и танцуют одинаково, красиво и талантливо. Ольга Абросимова. Да, между двух сестренок. Активистка молодежного крыла Ольга Абросимова. Так, Оля, судя по всему, гастролирует уже по Чувашии. Придется отправить эту награду лично. Также поощряется Виктория Егорова, активистка молодежного крыла Чувашской общины. Ну и, конечно же, какой праздник
был бы без наших замечательных детей. Участники детского чувашского ансамбля «Путине» Анастасия Алексеева. Победительница республиканских и городских конкурсов детского творчества Анастасия Жукова. Так, Настенька. Ну а мы продолжаем приветствовать наших детей. Анжелика Кашапова. Я думаю, что дети достойны ваших оваций. Вероника Сидорова. Самая юная участница нашего коллектива Анастасия Рыбакова. Благодарственным письмом поощряется Ирина Куклова. И брат Ирины, Матвей. Давайте мы вот это вот семейный дуэт. Матвей. Матвей и Ирина Кукловы. Большой человек нашего коллектива Илья Николаев. Будущий председатель чувашской общины спустя 150 лет. В детском коллективе у нас больше мальчиков, поэтому давайте поприветствуем Константина Сотникова. Очаровательная Милана Гарифуллина также получает благодарственное письмо филиала Ассамблеи народов Татарстана. И еще одна звезда Кирилл Алексеев, участник нашего детского чувашского коллектива в Путине. У всех был любимцем детей Владимир Ильич Ленин, а у нас Виталий Васильевич Агапов. Общая фотография на память. Виталий Васильевич, можно вас по центру? Молодежное крыло чуть поближе. И вот эти вот аплодисменты, которые доносятся из зала. Всем тем, кто стоит на этой сцене, мы благодарим наших родителей, наших бабушек и дедушек, которые и в жару, и в стужу, они приводят своих детей, чтобы они знали свой родной язык, культуру своего народа. Большое вам спасибо за поддержку. Виталий Васильевич, мы провожаем вас в зрительный зал, а детишек отправляем в гримерки готовиться к следующим нашим выступлениям. И я думаю, что сейчас, продолжая нашу юбилейную программу, мы услышим этот волшебный голос композитора, автора и исполнителя на сцене Вениамин Фомин. Sanda, Aram Saryu Zasanda, Shandik Su Aman
Дорогие друзья, на сцене старожилы коллектива Любовь Максименко и Наталья Рыбакова. Келсе гуртованам товану батне, кунсеренге деп кирлемар барне. Келсе гурсене деп анмансам шулне, шилсе гуртованам асылла буртюкне. Келсе гурчене деп анмансам шулне, шилсе гуртованам асылла буртюкне. Вахатсем сахабете шузем номай, кунзерен шутладап сансинден перемай, азамран тухмастан тунцак пуснамай, келсе гурдаванам курманный тилай, азамран тухмастан тунцак пуснамай, келсе гурдаванам курманный тилай. Эмерсем мирдеше, шулесем шаваш, шымгаган кунсенне казама памаш, келсе гурдавана юлайсам біргаш, чулнара юлмала хаман бала калаш, келсе гурдавана юлайсам біргаш, чулнара юлмала хаман бала калаш. Келсе гуртованам товану батне, кунсеренге деп кирлемар кайне. Келсе гурчене деп анмансам шулне, шитсе гуртованам асыллап бурчукне. Келсе гурчене деп анмансам шулне, шитсе гуртованам асыллап бурчукне. Келсе гуртованам анмансам шулне, шитсе гуртованам асыллап бурчукне. Келсе гуртованам анмансам шулне, шитсе гуртованам асыллап бурчукне. Дорогие друзья, друзья, громкие аплодисменты. Это самые преданные поклонники этого коллектива, которые изо дня в день следят за творческими достижениями Любы и Натальи. В нашем коллективе что не человек, то личность. Личность с большой буквы. Как вы думаете, мечтал ли маленький чувашский, челнинский мальчик Дима, что он будет представлять город, республику и всю Россию на международных аренах? И нам повезло. Сегодня вы, попадая к нам на юбилей чувашской общины, можете еще и встретиться с легендарной личностью. Кандидат в мастеры спорта, штурман экипажа Шибалова, КамАЗа-мастер Дмитрий Николаевич Никитин. Можно мы ему поаплодируем? Вы сейчас видите награды, которые КамАЗ-мастер завоевал на международных ралли. И все внимание на экран. Каждый раз, посещая новую страну, вот в нашем виде спорта, в ралли-рейдах, есть чему удивиться и что новое для себя открыть.
те волнения, радости, расстройства, которые были вместе с нами все эти долгие 17 дней. Спасибо. Дорогие друзья, ну и, собственно, сейчас мы хотели бы пригласить Дмитрия Николаевича. Можно? Сегодня у вас есть уникальная возможность сфотографироваться и с Димой, и с трофеями, которые они привозили. Всем добрый вечер. Я очень рад приветствовать всех на юбилее общины и нашего национального чувашского ансамбля «Чегеш». Я присоединяюсь ко всем словам поздравления всех, кто принимает участие в организации сегодняшнего праздника. Особую благодарность хочу выразить также исполкому нашего города за поддержку, за развитие не только чувашской культуры. Я знаю то, что в этом Доме дружбы народов очень много национальных общин, и все они поддерживаются и развиваются благодаря вам. Вот. Я с большим удовольствием представляю не только страну, нашу республику, наш город, также и весь чувашский народ в своем лице на самых престижных и сложных ралли-марафонах планеты. Как вы сказали, все желающие, у кого будет желание, можете подойти, сфотографироваться, потрогать руками эти кубки с различных международных соревнований. Как раз впереди стоит самый свежий, это бедуин за 2-е место, добытый нами в этом году. И напоследок хочу еще раз попросить, может, включить видеоролик, который прошел в этом году.
всех с юбилеем и хочу пожелать всем здоровья. Большое спасибо, Дмитрий Николаевич. Ну, а вы могли видеть папу и маму Димы на этой сцене, потому что они являются участниками ансамбля «Чигейс». Давайте им поаплодируем за такого замечательного сына. Ну, а мы радуемся тому, что сегодня к нам из столицы приехали тоже уважаемые гости, которые мы хотели бы пригласить на эту сцену. На сцену поднимается главный редактор газеты «Субар» Трифонова Ирина Федоровна. А мы ее поддерживаем. Дорогой Болдар Юлдашсем, Таванзем, Ширджалызем. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот обожаю такие видеоролики. Дмитрий, огромное вам спасибо от всех чуваш Республики Татарстан, что представляете нашу красивую, уникальную нацию на таких международных событиях. Это энергия, это мощь, это всегда на грани человеческих возможностей, это боль, это плечо друга, это команда, единение, драйв, энергия. Вот все в этом, это замечательно. И наша работа тоже, наверное, это тоже связано с энергетикой. Тоже бывает, мы работаем в редакции иногда на грани человеческой возможности, потому что коллектив маленький, и мы делаем республиканскую газету. Газета выписывают не только, конечно, в Татарстане, но и в других соседних регионах, областях. Что хочется сказать? Сегодня прекрасная дата, 30-летие Чувашского национального культурного центра набережных Челнов и 30-летие замечательного ансамбля «Чигейс». По-чувашски это, да, по-русски «Ласточка». Что хочется сказать? 30 лет, с одной стороны, по человеческим меркам не такая большая дата, да, ребенок вырастает, заканчивает школу, потом университет, и это самый такой зрелый возраст человека, не зрелый, а сейчас уже молодой возраст, да, когда есть и сила двигаться дальше, проявлять себя в жизни, стать хорошим специалистом. А для ансамбля это очень большая дата, потому что это уже накопленный 30-летний опыт, который дает свои плоды. Это сегодня уже не просто ансамбль, это народный ансамбль. И огромную благодарность хочется выразить ансамблю, потому что они представляют культуру чувашского народа не только в городе Набережные Челны, но и в других регионах, обладатели различных премий, наград. И отрадно, что руководство города видит это. Вот там они сказали, они получают сегодня сертификат в подарок от исполкома. Но я со своей стороны еще бы нолик один там прорисовала, было бы еще лучше, потому что вы знаете, что это небольшая сумма, ну, я думаю, никогда не поздно. И знаменательно то, что именно в год родных языков и народного единства ансамбль отмечает свое 30-летие, и Чувашский центр. Также в этом году пройдет перепись России. Вот две такие знаменательные даты, один российского масштаба, другой уже регионального масштаба, два таких мероприятия, значимые для нас, для чуваш. Поэтому хочется пожелать только процветания ансамблю, новых лиц, чтобы молодое поколение присоединялось к вам, чтобы ваши дети ходили. Чувашская культура, она очень уникальная, очень древняя. Вот недавно в Казани прошли у нас дни чувашского кино в Татарстане, совместно с Татар-кино. Мы посмотрели замечательные фильмы. Я знаю, что и в Челнах прошли дни кино, так ведь? Вот. Поэтому беречь и сохранять свою культуру – это наше общее дело, общая миссия. Потому что именно чувашская культура, проходя через века, вот такие пласты времени, не растеряла свою уникальность. У нас уникальные костюмы. Вы уже сами сегодня это все видели, мы все это знаем. Поэтому будет
неправильно, если мы потеряем вот эту частичку нашей культуры и не передадим его нашему поколению, нашим детям. Поэтому и все сидящие здесь в зале, все вы родители, бабушки, дедушки, и ваша задача тоже прививать любовь к культуре, к родному языку, особенно в год родных языков и народного единства. Я думаю, все в чувашских семьях знают свой родной язык. Мы за это душой болеем, так как наша республиканская газета выходит на чувашском языке. И хочется верить, что сидящие в зале все выписывают нашу газету. Потому что именно мы являемся сегодня таким мостом дружбы между чувашами Республики Татарстан, которые проживают во всех районах. Вот. И мне хочется пригласить сюда Елену Львовну. Сергей Леонидович, можно, пожалуйста, небольшой презент? Вот. Елена Львовна, это от нашей редакции вам, чтобы ваши вечера после концерта были вкусные. Я думаю, чтобы нас вспоминали, нашу газету. Мы с вами тоже сотрудничаем. Поэтому спасибо вам большое за ваш труд. Вы замечательная женщина, мама, руководитель. Вот. Сире ырлых-сылых теле юрадусу надо. Тогда сувар хажатран пакет сембурчи. Нет, беленькие, суваровские, фирменные. Оставьте это тоже здесь, куднаглара. И, дорогие друзья, давайте поддержим аплодисментами, чтобы это все-таки в более такой приятной обстановке вручать. Это, наверное, годовая подписка? Здесь это наша продукция, которую мы готовим в редакции. Здесь, календари наши фирменные. И в год родных языков мы выпустили календарь. Там посвятили его юбилейным датам наших авторов. Там есть и Дмитрий, наш герой. Вот. Вы его найдете. Большое вам спасибо. И хочется на сцену пригласить Александра Николаевича. Я приехал сюда сегодня не только как представитель республиканской газеты, но и как представитель Чувашской национальной культурной автономии. И от имени председателя Дмитрия Анатольевича Самаренкина я вот привезла вот эти подарки. Это все ансамблю. Александра Николаевича нет в зале? Елена Львовна здесь. Все равно вы одна команда, одна семья. От Дмитрия Анатольевича вам низкий поклон, пожелание добра, мира, счастья и процветания вашего ансамбля. И он дарит 20 костюмов, вот здесь они в пакетах, 20 костюмов вашему ансамблю. Ирина Федоровна, мы готовы каждую неделю отмечать юбилей, если каждую неделю нам будут привозить вот такие замечательные подарки. 20 костюмов, друзья, аплодисменты. И можно вас попросить также вручить почетные грамоты межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс», который мы адресуем Моторкину Виталию Арсентьевичу, бессменному аккомпаниатору нашего коллектива. Такой же почетной грамотой награждается Кондюкова Елена Львовна, руководитель коллектива. Да, можно вас попросить задержаться на этой сцене. Благодарностью межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс» поощряется Хамитова Зоя Ивановна. Зоя Ивановна сейчас в зале находится. Это сторожила нашего коллектива. Сегодня ей выпала почетная миссия смотреть концерт из зрительного зала. Я думаю, что она вдохновится вашими аплодисментами. Зоя Ивановна, низкий до земли поклон вам. Рыбакова Наталья Валентиновна, участница, солистка нашего коллектива. Зоя Ивановна, останьтесь, пожалуйста, на сцене.
Рыбакова Наталья Валентиновна. Почетная грамота Чувашской национальной культурной автономии Республики Татарстан вручается Гаврилову Владиславу Анатольевичу. Я думаю, председатель... Ох. Дорогие друзья, Александр Николаевич, останьтесь, пожалуйста, на этой сцене. Охотникова Вера Васильевна, активистка, участница нашего коллектива. И открою секрет, именно благодаря Вере Васильевне сегодня наши участники получают подарки. Это наш спонсор, меценат и просто человек с открытым большим сердцем. Также на сцену приглашается Николаева Мария Петровна, солистка народного чувашского ансамбля «Чигейс». На самом деле наш юбилей уже длится 2 недели. И в рамках Дней чувашской культуры в городе Набережные Челны была открыта выставка «Чувашские узоры» декоративно-прикладного искусства рукодельниц нашего коллектива. И хотелось бы пригласить на эту сцену методиста Дома дружбы народов «Родник» Гончарову Марину Хасанну, которая вместе с нашими участницами эту выставку открывала. И после нашего юбилейного концерта мы вас приглашаем в выставочный зал нашего Дома дружбы, чтобы насладиться рукотворными изделиями народного творчества чувашского народа. И сейчас, наверное, давайте мы найдем центр и сделаем общую фотографию на память. Большое спасибо, Ирина Федоровна. Мы попросим вас в зрительный зал. Костюмы отправляются в гримерки нашим участникам. Но мы... Вы не устали? Тогда давайте поддержим аплодисментами наших юбиляров. Действительно, чувашский фольклорный народный коллектив «Чигейс». Они достойны ваших оваций. Мы продолжаем наш юбилей. Пойте вместе с нами. Ну а если ноги просятся в пляс, дайте им такую возможность и танцуйте. Чувашский коллектив «Чигейс». «Ласточка».
действительно, наш коллектив настолько уникален тем, что, приходя одному члену семьи, подтягивается сразу второй, третий, четвертый. И сейчас, продолжая нашу концертную программу, мы хотели бы пригласить на эту сцену двух сестер – Таисия и Ирина Колуковы. Приветствуйте! Действительно, 2021 год в Республике Татарстан объявлен годом родных языков и народного единства. Город Набережные Челны, по переписи населения, который проходил 10 октября 2010 года, у нас проживают представители более 83 национальностей. Наш Дом дружбы народов населяет 22 национальные общины. Сегодня чувашская община отмечает свое 30-летие. В прошлом году марийская община отмечала свое 30-летие. 13 марта наша удмуртская община будет тоже праздновать свой юбилей. Я думаю, что уместно было бы пригласить в эту минуту директора Дома дружбы народов «Родник» Ландыш Лифовну Ишалину и председателя азербайджанской общины Ахмедова Инфандияра. И я думаю, что сейчас мы Виталия Васильевича уже пригласим как председателя общества Кряшин. Если он не против, то приглашаем вас тоже на сцену. Здравствуйте, уважаемые гости, наши дорогие зрители Дома дружбы народов «Родник». И, конечно, мы очень рады вас приветствовать в этом прекрасном зале, уютном и теплом от ваших отношений к нам. Сегодня у нас, вот как Вероника Жакановна сказала, юбилей, праздник. И сегодняшний год очень богат на юбилеи.
Мы сегодня отмечаем 30-летний юбилей Чувашской общины. Через месяц у нас 30-летний, то есть, извините, 25-летний юбилей Удмуртской общины. И вот такие юбилеи как раз и очень радуют и то, что год какой? Год народного единства, год родного языка. И мы очень рады, что именно в этот год мы такие большие события ожидаем. И, как Рамиль Марванович сказал, и радует и то, что у нас, то есть намечается капитальный ремонт. Это тоже большое событие для нас. Мы это очень долго ждали. Вот видите, даже подхлопают. А сегодня, возвращаясь к нашим юбилярам, хочу сказать, вот участвуя в очень многих мероприятиях городских, участвуя, вот не только же у нас мы поем и танцуем, мы еще участвуем, принимаем участие в таких серьезных отношениях, межнациональных отношениях. Мы не просто поем и танцуем, мы еще рождаем дружбу. Потому что у нас Дом дружбы народов. Когда мы проводим мероприятия, мы не только собираем какую-то определенную нацию, мы все вместе работаем. У нас творческий коллектив даже очень много, вот скажем, разных национальностей. Руководитель коллектива удмурты, Вероника Жаковна, художественный руководитель у нас казашка. И вот таких очень много у нас интересных личностей. И вот сегодня, возвращаясь к нашим юбилярам, хотим, вот сказали же, это ласточка на русский язык, когда переводим, пусть у них будет полет высокий. Им сегодня желаем творческих успехов и достижений, чтобы они радовали нас. И, конечно же, хочется сказать именно про чувашскую общину, что у них, не только у них, конечно, но у них особенно это видно, преемственность поколений. Вот видите, у нас такие маленькие дети выступают, и самые старшие поколения выступления вы тоже видели. И чтобы вот хочется, чтобы во всех общинах вот это такое преемственность поколений было. Это наше будущее. А сегодня, конечно же, мы благодарим всех вас. И творческий состав Дома дружбы народов Родник за такой прекрасный праздник. А сейчас передаю трубку Виталию Васильевичу Агапову. Дорогие, я уже говорил много тут, я даже так не ожидал, что меня еще пригласят. Все подарки раздарил. Вот такой, в общем-то, ну, да, вот. Как-то я сейчас стою, думаю, может еще что-нибудь подарить? А? Я говорю, может еще что-нибудь подарить? А, была не была, гулять так не гулять, а? Поэтому, ну, то, что мы все время как бы сотрудничаем, допустим, да, по молодежной линии, мои там ребята, мои сыновья тоже как активно участвуют в этом деле. У нас молодежное крыло есть, молодежный ансамбль есть, детский ансамбль есть. И поэтому мне всегда нравится, да, взрослые молодцы, они передают свою наследственность, как бы язык, традиции, обряды, обычаи подрастающему поколению. Но вот это как раз наследство, культурное наследство народа должны подхватить вот как раз молодые, совсем юные наши последователи, дорогие друзья. И поэтому тут как бы нам в упрек сказали, к 30 тысячам нужно бы как бы прибавить 0. Это нормальное стремление, хорошее. Но у нас традиция такая, 30 лет 30 тысяч. То есть она заложена, 25 тысяч. Чтобы было куда расти, куда стремиться, да, Виталий? Когда вот в чувашской общине и ансамбль Чекес по-русски «Ласточке», по-тюркскому, татарскому, кряшинскому «Корлыгаш», когда будет 300 лет. Представляете, как мы удивимся и порадуемся, когда исполком города Набережной Челны скажет 300 тысяч. Увидим, стремиться будем. Потому что вот кто не живет надеждой, это так себе. Вот, поэтому надежда умирает последней, мы давайте туда стремиться не будем. Поэтому, дорогие друзья, еще раз с праздником. Спасибо, что вы есть. Действительно, без зрителя ни ансамбль, ни артист не может существовать.
Поэтому спасибо за вашу поддержку, за ваши улыбки сегодня глазами. Пусть это все остается там. Впереди нас ожидает светлое будущее, хорошее, прекрасное будущее, дорогие друзья. Рахмат сизге. Ару болыңыз, ару тұрыңыз, с праздником, с юбилеем. Но я передаю своим коллегам. Пожалуйста. Спасибо. Кавказского народа. Я тоже присоединяюсь к этому поздравлению. Спасибо, что пригласили на праздник. Очень рад, очень счастливый. Вот. Я всегда очень хорошо, очень как бы душой отношусь к чувашскому народу. Вот как коллега он сказал, он говорит, чуваши крящные-то рядом. И я тоже могу сказать, они тоже наши. У вас тульские крови, если историю смотреть. Да. Поэтому, знаешь, обычно вот, когда в семье бывает, тогда все хорошо, всегда родители говорят, это наш. Поэтому смело можно сказать ваш нашим. Поэтому это тоже нас соединяет, дружба народов. Мы должны уважать всех народов, любить, потому что, если мы любим свои народы, мы должны любить другие народы. Мы в Татарстане живем дружно, слава Богу, очень благодаря вот это, даже этому роднику нас тут объединяет. Дом дружбы народов, нас объединяет. Вот. И так даже будет объединять. Давайте, поздравляю. Алексеевич из Вендиара, я думаю, что из Вендиара я знаю вообще 300 лет в обед уже, можно сказать. Алексеевич тоже очень известный человек, и тоже можно про него говорить. Спасибо за теплые слова. Лана Шарифовна, вы, как всегда, элегантны, как всегда, очень много теплых слов говорите, красивых очень. Нам это приятно, вдвойне, втройне. Мы постараемся оправдать доверие, будем честно все делать, честно работать. Спасибо огромное за поздравления. Поздравим, да, спасибо огромное. Ну и, собственно говоря, юбилей, а значит подарки. Подарки на сцену. От Дома дружбы народов «Родник». Это, наверное, общение. Я думаю, что вот вам уже озвучили, что у нас капитальный ремонт. Я думаю, что первую не кошку мы пустим, а часы повесим. Александр Николаевич, примите подарок. Благодарственным письмом за большой вклад в развитие и сохранение национальной культуры и традиций чувашского народа поощряется Никифорова Юлия Егоровна, участница ансамбля «Чигейс». Вот с такими замечательными мужчинами, наверное, мы попросим Юлию Егоровну задержаться на сцене. Николаева Зинаида Владимировна, активистка чувашской общины. Так, где наша Зинаида Владимировна? Так, судя по всему, она побежала хлопотать по хозяйству. Голубова Ольга Николаевна. Можно попросить подняться на сцену, потому что пока мамы поют, Оля сидит с детишками. А это дорогого стоит. Аплодисменты, Ольга Николаевна. Сонникова Вероника Витальевна. Аплодисменты участницы ансамбля. Максимова Валентина Егоровна. Дорогие друзья, уважаемые зрители, я думаю, что вот эти теплые аплодисменты будут... Да, дорогие друзья, у нас зима в этом году такая суровая, поэтому многие приболели. Прокопьева Светлана Алексеевна. Благодаря Светлане Алексеевне наша выставка «Чувашские узоры» была открыта, и я думаю, что вы обязательно еще насладитесь этой красотой. Так, судя по всему, Светлана Алексеевна тоже отсутствует. Ну и, конечно же, эту красивую компанию дополняет Никитин Дмитрий Николаевич. Благодарственное письмо Дома дружбы народов «Родник». Аплодисменты и фото на память. Охотников Евгений Николаевич. Также попросим пройти на эту сцену. Так.
Ну вот, может, тогда, Вера, вы, потому что Евгений Николаевич вместе с Верой как раз вот, собственно говоря, и готовили подарки для всех участников нашего юбилейного праздника. Большое им спасибо, дай Бог здоровья. Ладно, давайте по центру. Сейчас будем делать общую фотографию в летопись нашего прославленного чувашского коллектива и чувашской общины. Артистов за кулисы, почетных гостей в зрительный зал. Дорогие друзья, к вам-то у меня и просьба, найдите мне, чем похожа моя деревня Савалеева и Савали, который находится возле Чебоксар. А вдруг? Спасибо. Мы обязательно найдем, и тот, кто это сделает, наверное, получит тоже подарок от Виталия Васильевича. Сколько там нулей кто запрашивает, обязательно выполним все пожелания. Ну что, друзья, ну а мы продолжаем. Юбилейный праздник, какой бывает без песен. Чувашский ансамбль «Чигейс», детский ансамбль «Путины». Встречайте. Thank
дорогие друзья, для вас подарок-сюрприз. На сцене солистка Дома дружбы народов «Родник» Валентина Сидорова и вокальная группа ансамбля «Чигейс». Чувашскую народную песню марийский народ воспринимал как свою родную. И мы с Еленой Львовной решили объединить ее в общую народную песню. Чумарачева, 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 тяманчине, мипья бинти, мипья бинти, мипья бинти, чумарва, меньше касавни, как мастан манчине, чумарва, меньше касавни, как мастан манчине, чумарва. Вот такие вот подарки мы готовы делать для вас, дорогие уважаемые зрители. Если у вас есть свободное время, то обязательно приходите к нам в чувашскую общину. Мы с распростертыми объятиями готовы принять всех. И неважно, какие у вас таланты. Может быть, вы просто о них не знаете, а мы постараемся эти таланты раскрыть. Потому что вы все самые талантливые люди на свете. Так как вы тепло приветствуете, это достойно похвал. Большое вам за это спасибо. За вашу поддержку, за вашу энергетику и за ваши теплые аплодисменты, которые вы дарите нашему ансамблю «Чигейс».
аплодисменты! Режиссер-постановщик юбилейного концерта, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Расима Хайбуллина. Давайте еще раз поаплодируем звукооператору нашей программы Афанасьеву Евгению, специалистам Дома дружбы народов родник, которые сегодня перевоплотились и как настоящие модели достойно выносили заслуженные награды всем участникам нашего праздника. Также давайте мы поаплодируем Никите Плотникову, который сегодня за 5 минут перевоплотился и освоил новую профессию. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем всем нашим бабушкам, дедушкам, мужьям, женам, которые отпускали на репетицию с октября месяца 2020 года. И сегодня вы видите результат этой проделанной работы. 30-летний юбилей Чувашской общины города Набережные Челны Чувашскому ансамблю «Чигейс». 30 лет! Я думаю, что сейчас мы предоставим слово руководителю этого коллектива. Ну и, конечно же, Виталий Арсентьевич, вы тоже присоединитесь и потом подхватите эстафету. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Кондюкова Елена Львовна. Ебер пидета, если перекисе курнажен, если был мазан кирин концерта, был массе шаплаведе, перле бузангана ебер вы. Шамба перле удар, перенеле, хамбар кышран адизене сөдерер, адизем хозин адизене сөдерчер, шам жүнне гына берин чывашкалы генег жанда бітмеш. Хабарын адирзене илзе шюрер, візіне бір педе хавас, візім бұна келеші сабынашы, хырмізем ұжы бұзамдарса чейше шыпіремек пелен, шамба пұрнеде ұрысынза кедет бір. Мілі візім хитле елемле дарашы, бұжызым шенде чынден чываш тухи візім, Ашамыждан булышны белемелек илемле кебезем жилетірімір. Шамбат сиреп пурзырада егырат бір. Мара пилен чегеш ушқан рада вылым дубынат сиревали. Если сирен чырырде, чываш юрли, таши шемезене комаладыр булзасын, хамырын культурны малалы адаландар астезесін тарғашын шүрір. Пірлеген айбір бой кебір құткаладып, пірле бұрнар, пәчен зуран типсе бұрат, ушқын зурат. Күл булат, шабла күлі болса, чывашлыға манма парармар. Тав дебір құтсыреп. Так, Виталий Арсентьевич. Николас келіп кіштакына юрадыр бір-біріне. Чывашам юрадны өзен бір-біріне. Әлі шапла юрада бір. Бірле-бірле юрласа, ташласа бұрнар. Хитрегіна. Ну что, друзья, давайте по традиции фотографию на память под эти теплые аплодисменты всего зрительного зала. Большое вам спасибо. Мы желаем вам здоровья, вашим близким, процветания, и чтобы никогда не иссякал у вас этот источник любви к национальному искусству и народному творчеству. Владимир, можно вас тоже попросить на сцену? Виталий Васильевич, Ирина Федоровна. Всех-всех-всех, Дмитрий Николаевич, вас тоже. Всех-всех-всех-всех, девочки-модели. Так, а я думаю, что кто-то все-таки достанет более солидный фотоаппарат и сфотографирует, сделает... О, самое главное, главный член этого коллектива здесь на сцене. Аплодисменты! Идем сюда. Пойдем. Так, давай. Братишку возьми, разверни его, а то он непрофессионально на сцене стоит. Вот, бабули, бабули. Итак, друзья, все внимание на нашего зрителя. Большое вам спасибо за вашу поддержку, за вашу энергетику. И сегодня в рамках нашего юбилея, если вы будете выходить из нашего зрительного зала с левой стороны, вы попадете в выставочный салон нашего Дома дружбы и посетите выставку «Чувашские узоры». Всех с праздником! И можно сфотографироваться с виду